По итогам 2022 года по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» перевыполнено большинство показателей. В нормативе более 50% региональных автодорог, а это указ президента, который был выполнен на 2 года раньше поставленного срока. Это большой труд регионов, Росавтодора, Минтранса и Минфина России. Напомню, что в прошлом году президент нам выделил дополнительно 120 миллиардов. Большая работа проделана по опережающему финансированию. Коллеги, я вас поздравляю и прошу также активно продолжать работать, отметил вице-премьер, открывая диалог. На самом деле большая работа ваша, большая работа Автодора, Минтранса, Минфина и всех, потому что мы на самом деле большую работу сделали по опережающему финансированию. Помните, в прошлом году нам 120 миллиардов президент дал плюсом деньги, плюс мы, сделали опережающее финансирование. В результате нам удалось достигнуть на 2 года нацпроект. Коллеги, я единственное прошу, сейчас не расслабляться, эту работу также активно продолжать. Обращаю также внимание регионов, что одним из инструментов сохранения качества дорог является контроль за проездом тяжеловесных органов, тяжеловесных грузов. На это обращаю тоже внимание. Отдельно хочу обратить внимание на мониторинг выполнения всех работ. Минтранс, Росавтодор, руководительным субъектом. Прошу организовать сбор по площади и укладки верхних слоев дорожной одежды с еженедельным представлением информации в правительстве. Еще один вопрос, требующий повышенного внимания, как я уже сказал, это информированность населения. Прошу на это обратить особое внимание. В Ингушетии региональный Минавтодор досрочно первым по России реализовал нацпроект «Безопасные и качественные дороги», выполнив все запланированные объемы со стопроцентной технической готовностью и кассовым исполнением. В 2023 году в рамках нацпроекта в регионе запланированы дорожные работы на 10 объектах, общей протяженностью 28 километров. Заключены контракты по 9 объектам. Финансирование из средств федерального бюджета составляет более 245 миллионов рублей. Кроме того, государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» обеспечит реализацию еще 4 объектов. Это 26 километров нового полотна с финансированием из средств федерального бюджета в размере более 607 миллионов рублей. В части госпрограммы по развитию сельских дорог в 2023 году предусмотрено финансирование в размере 10,5 миллиардов рублей. Это 158 объектов в 41 субъекте. На текущую трехлетку объем финансирования программы по сельским дорогам вашим решением был увеличен на 5 миллиардов. В 2023 году это дополнительно 2 миллиарда рублей. На 7 марта законтрактовано всего 62 объекта, это 39%. Кроме того, в ходе совещания Марат Хуснуллин привел основные показатели по аварийности. За 2022 год в Ингушетии зарегистрировано 218 ДТП, в которых 57 человек погибло и 337 получили ранения. Количество вообще аварий снизилось почти на 23%. Если в 2019 году было 164 тысячи аварий, то в 2022 126. Это почти 40 тысяч аварий стало меньше. У нас раненых снизилось на 24%. Было 210 тысяч в 2019 году, а в 2022 159. То есть это 50 тысяч раненых меньше за 3 года. Погибших за 3 года сократилось количество на 16,5%. В 2019 году почти 17 тысяч погибло, а в 2022 14 172. У нас очень хороший результат. И все цели нас БКД мы выполняем. Отдельно на совещании обсудили развитие коммунальной сферы. В Ингушетии при поддержке Фонда развития территорий проведут модернизацию коммунальной инфраструктуры на более 840 миллионов рублей. В указанную программу включено 6 мероприятий со сроком исполнения 2023 и 2024 годов. В свою очередь Марат Хуснуллин подчеркнул, что правительство России поддерживает проект, отметив важность соблюдения сроков его исполнения. В рамках программы планируется построить и модернизировать 305 километров сетей, 6 объектов, общая стоимость 841,82 миллионов рублей, в том числе за счет фонда 541,5 миллиона рублей, за счет средств бюджета субъект 35 миллионов,
И внебюджетные средства, которые мы привлекаем, 265 миллионов. Это улучшит качество предоставления услуг 70 тысяч человек, естественно, снижение аварийности коммунальных структур. Поэтому просим вас поддержать эту ситуацию. Спасибо. Прошу поддержать, кстати, хороший пример, что за самая низкая стоимость 1 квадратного метра сетей, 1 километра сетей, 2 миллиона 630 тысяч. Коллеги, я прошу Минстрой все-таки смотреть, вот кто-то подходит более хозяйски, за небольшие деньги делает достаточно большой объем. Значит, заявка поддержана. Кроме того, глава Ингушетии поблагодарил зампреда правительства Российской Федерации за оказываемую помощь в реализации 2 объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых есть поручение президента и правительства Российской Федерации: строительство водозабора на реке Аса мощностью 100 тысяч кубометров в сутки и очистных сооружений в Сунже. Зелимхан Калуев, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.